Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Бойко и Дарья Бондаренко. Весна, пора любви, счастья, хорошего настроения и обновления. Хотя на улице не так уж тепло, не сильно светит солнышко, да и деревья только собираются одевать свои зеленые рубашки. И на земле только-только появляется зеленая травка. Как говорится, хорошего понемножку. Но в душе уже давно летают бабочки, светит яркое солнышко и обдувает легким весенним ветерком. А если учесть и то, что сейчас длятся весенние каникулы, то это вдвойне эмоциональный взрыв для школьников. И этот взрыв немного задел и наших учителей. Все дело в том, что 26 марта в селе Кордоновка прошло так называемое соревнование, то есть спартакиада. Учителя района соревновались и бегали, прыгали в мешках, играли в теннис, в волейбол. В общем, веселились от души. И даже напомнили нам детей, таких же веселых, позитивных и энергичных. Тем самым подтвердили гипотезу о том, что в каждом взрослом есть некая доля ребенка. Солнце светит и веселится ветер, забыв про сон. Не найти счастливее на свете тех, кто спешит сегодня на стадион. Приходи сюда в любой день календаря, на дорожке беговой, на дорожке беговой ждут тебя друзья. Кто-то может в уютных кабинетах за чтением газеты потратить жизнь, но лучше кеды купить покрепче кеды и навсегда здоровья вопрос решить. Чуть немного захандрил, выходи на старт, спорт тебе прибавит сил, спорт тебе прибавит сил и вернет азарт. Послушай, в самом деле живет в здоровом теле здоровый дух. С позаранку хватайся за гантели, спортивная культура твой лучший друг. Спрячь подальше домино, пиво и табак. Видишь, реет над страной, видишь, реет над страной олимпийский флаг. А теперь давайте познакомимся с героями нашего репортажа поближе. Почему вы решили принимать участие в спартакиаде? Я, во-первых, не бросила бы в такой момент свою школу, и я очень люблю спорт. Принимать участие в нашем, поддержать нашу школу. Потому что в спорте тоже, в каких-то там эстафетах или где-то тоже, мне кажется, нужно применять ум. Мы решили принимать участие в спартакиаде, потому что в здоровом теле здоровый дух. Мы активно поддерживаем спорт, и мы любим спорт. Я считаю, что спорт – это здоровье, сила и уверенность в себе. Многие говорят, что спорт – это удел сильных. А можно ли умного человека назвать в то же время и сильным? Конечно, можно, если не забывать спорт и всегда заниматься в меру и спортом, и своей работой. Да, конечно, если совмещать спорт с умом, это, мне кажется, очень даже и хорошо. Я считаю, что да. Конечно, да. Умный человек может быть и сильным, умный человек может быть и спортивным, умный человек может все. Я считаю, что если человек
душой сильный, то он в спорте тоже сильный. Как вы считаете, было бы здорово провести спартакиаду учителей вместе с учениками? Да, не только здорово, но и нужно было проводить спартакиаду с учениками. Почему? Потому что спорт сближает и не только учителей с учениками, но и родителей тоже самое. Можно и родителей тоже привлекать до участия в спортивной жизни школы. Да, думаю, да. Было бы интересно посмотреть на это. Конечно, почему бы и нет. И в школе и учатся очень сильные ученики, занимаются спортом. Конечно, можно, да, совместить. Можно было бы, мне кажется, было бы очень даже интересно. Очень было бы здорово провести вместе с учениками спартакиаду. Это очень прекрасная идея. И ваш девиз на сегодняшний день? Спорт – это здоровье, сила. Сильнее, выше, быстрее. Один за всех и все за одного. Не вешать нос, всегда вперед. Ну, девиз мой: один за всех и все за одного, наверное. И теперь, после знакомства с участниками этого мероприятия, мы просто не могли не поинтересоваться у начальника управления образования Бибиха Евгения Анатольевича, в чем была цель спартакиады учителей. Добрый день. Цель проведения, этот праздник стал уже традиционным, он проводится уже в 5-й раз, и с каждым годом все больше и больше участников становится на этом празднике. Поэтому первая цель – это массовость, здоровый дух в здоровом теле, пусть будет это примером для остальных, для здорового образа жизни. Поэтому мы в последующем намерены проводить его более в широком таком масштабе и с большим участием представителя педагогической общественности. А тем временем спартакиада продолжается. На улице печет солнышко и заряжает своей энергетикой учителей, которые стремительно рвутся в бой. На спортивной площадке накаляется обстановка, чувствуется дух соперничества с нотками достижения результатов. Все проходит в дружеской обстановке и с громкими выкриками болельщиков. Что нельзя сказать о шашках и шахматных партиях. Игроки спокойны, толерантны и озадачены мыслями. Неподалеку от аудитории, где проходят умственные соревнования, слышны стуки мяча об ракетку. Там вовсю учителя играют в теннис. Ну, здесь уже как на поле боя. Повсюду летают теннисные мячики, и даже простые прохожие становятся невинными жертвами, казалось бы, безобидной игры. И все это вдобавок сотрясается небольшим землетрясением, которое доносится с улицы. А все потому, что там проходят соревнования по метанию ядра. Учителя – страшная сила. И все это происходит под чутким надзором главного судьи, с которым сейчас мы и побеседуем. В обыденной жизни вы привыкли судить своих учеников, а вот сейчас на спартакиаде вы судите своих коллег. Что это для вас значит? Ну, судить своих коллег, конечно, это тройная ответственность, потому что здесь все-таки, с одной стороны, коллеги, с другой стороны, не подготовленные спортсмены. И некоторые упущения, шероховатости можно как бы на это закрыть глаза. Ну, а так, конечно, честность на первом месте. Объективность и честность. На ваш взгляд, что является залогом любой победы? Я считаю, что это стремление к той цели, которая поставлена перед собой человеком. Это упорство, это занятие над собой, желание добиться своей цели. Самое главное. Упорство и желание. Продолжите, пожалуйста, фразу «Смел тот, кто…» Ну, смел тот, кто хочет добиться своей цели каждодневным трудом, ежедневным трудом, ежеминутной, секундной, который хочет добиваться своих целей, наверное, тот смел. А вы считаете себя смелым человеком? Ну, в какой-то мере, да. Глядя на этого судью, мы можем с полной уверенностью сказать, что он будет объективно оценивать своих коллег. А вот каких результатов ожидают от педагогов, на этот вопрос нам ответит заместитель главы администрации муниципального района Кизлярский район Рамазанов Иса Абдулкеримович. Больших результатов, конечно, не приходится нам ждать. Главное – это популяризация физической культуры и спорта для популяризации среди учащихся, подрастающего поколения. Вот на их примере мы хотим вовлечь в развитие физической культуры и спорта и занятий, ежедневных занятий спортом наших детей.
И, конечно, хотим отобрать команду. Скоро будет отраслевая программа «Зона» в Кизляре. Хотим выиграть и поехать уже на республиканские финальные соревнования, уже которые будут в Махачкале. Учителя – настоящие волшебники. Они разукрашивают нашу жизнь яркими красками, своим опытом, умением и достижениями. Помимо гуманитарных и естественных наук, они обучают нас самым главным жизненным наукам, учат нас быть настоящими людьми, добрыми, целеустремленными, понимающими. И еще можно назвать целый перечень качеств, которые они в нас вкладывают. Вот такие вот реальные учителя. И сегодня педагогам я бы хотела задать несколько вопросов, которые ранее задавала их ученикам, реальным пацанам. Какими 3 качествами характера должен обладать каждый человек? Целеустремленность, сила воли и порядочность. Добротой, чувством юмора и ответственностью. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Какое школьное правило вы в первую очередь расскажете, если вас разбудят посреди ночи? Школьное правило какое, да? Так, не опаздывать на работу, на уроки. Это самое первое правило. Так, дисциплина прежде всего. Ну, в первую очередь, наверное, бисектриса бешеная крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Вот счастье — понятие многогранное. А в чем заключается ваше счастье? Моя семья, дети. Вот мое счастье. Мое счастье, если еще раз попросили бы пройти заново мой путь, я бы пошел бы к детям. Счастье в детях. Обучать, как слезинка чистое существо, это всегда приятно. И назовите, пожалуйста, свое жизненное кредо. Всегда помочь друзьям, товарищам любую минуту. То есть поддержать друзей, любого человека. Продолжите, пожалуйста, фразу «Смел тот, кто». Умен. Учителя все привыкли, что слышат отмазки от своих учеников. А представьте такую ситуацию, что вы опоздали на урок. Какую отмазку вы будете говорить директору? Вы извините, но, к сожалению, такой у меня еще не было. Но если даже отмазку какой, бывают разные причины по семейным. Бывает, я в 2 школах работаю, бывает, что поломка машины где-то. Вот серьезные такие, если. А так? Сложный вопрос. Ну, наверное, заблудилась. Так, ну, если я опоздала на урок, значит, у меня была какая-то веская причина. Ну, допустим, я готовилась к соревнованию по настольному теннису. Как раз накануне соревнований пришлось задержаться. Матч был ответственный, счет подходил к концу, и поэтому пришлось задержаться. Директор меня простил, дети меня поняли. Ну вот, дорогие друзья, на такой позитивной нотке мы заканчиваем наш репортаж. И я хочу вам сказать, обратите внимание на своих учителей. Ведь за серьезными химиками и физиками, расчетливыми математиками, красноречивыми филологами скрываются дети с улыбкой в 32 зуба, которые еще не прочь повеселиться. И, конечно же, верят в чудеса. И именно таким взрослым мы и дарим наше стихотворение. Взрослые, если грустите, кошки скребут на душе. Детство в аптеке спросите, в капельках или в дрожже. Пару цветных витаминок, капелек с сахаром 5 и босиком без ботинок смело по лужам шагать. В ваших глазах отразится небо такой синевы. Птицей, травинкой и солнцем будто окажетесь вы. С вами была Анастасия Бойко и Дарья Бондаренко. До новых встреч!